Пенсионный фонд и фонд социального страхования объединили в единую структуру «Социальный фонд России». Начал он работу с 1 января. Все услуги, которые предоставляли ПФР и ФСС, теперь можно получить в режиме одного окна. Единые офисы социального фонда размещаются в офисах бывшего пенсионного фонда. Объединение позволило упростить получение социальных услуг гражданами и снизить административную нагрузку на работодателя. До объединения было много таких случаев, когда за получением полного объема социальной помощи человеку приходилось обращаться и в пенсионный фонд, и в фонд социального страхования. Например, при оформлении инвалидности. За выплатами гражданин обращался в пенсионный фонд, за техническими средствами реабилитации вынужден был обращаться в фонд социального страхования. С января эти услуги обе можно получить в одном месте. Обещают расширить и перечень онлайн-сервисов. На госуслугах уже доступно более сотни из них. Увеличится количество так называемых проактивных выплат, на которые не надо подавать заявление. Например, автоматически планируется начислять выплаты по потере кормильца. Кроме того, у Социального фонда России уже появились и новые функции. Именно он отвечает за 2 новые меры поддержки. Единое пособие на детей и беременных и выплату медработникам.